Зимние каникулы – чудесное время веселья и подарков, сверкание елочных гирлянд, бенгальские огни, салюты и фейерверки. Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, необходимо соблюдать меры предосторожности, обращая особое внимание на пожарную безопасность. Внимание надо уделять электроосветительные приборы на елке, что одевают гирлянды. Напряжение должно быть там 25 вольт. Опять же, не оставлять без присмотра. Пиротехнические изделия должны быть обязательно сертифицированы. Раз. Во-вторых, они должны быть инструкции на русском языке, чтобы было все понятно. Опять же, детей оберегать от этих пиротехнических изделий. Ежегодно в начале зимнего сезона сотрудники МЧС проверяют правила соблюдения пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Основная работа заключается в предотвращении пожаров, то есть профилактические работы, агитационная работа, проверки, детальные проверки, контрольные проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности объектов защиты. Это входят и коммерческие объекты, гособъекты, жилой сектор, агитационная пропаганда ведется. Сухумский центральный рынок – место, где в преддверии Нового года царит особая суета. Ежедневно через этот объект проходят сотни людей. Поэтому соблюдение правил пожарной безопасности здесь особенно важно. В некоторых магазинах, где торгуют новогодними игрушками и пиротехникой, сотрудники МЧС Абхазии выявили ряд нарушений, среди которых неисправность огнетушителей или их отсутствие. Хозяевам магазинов был выписан административный штраф и вручена специальная памятка. Есть номера, которые вы не знаете при пожаре, куда звонить. Номера. Следующим объектом проверки стала одна из сухумских школ. Сотрудники МЧС тщательно осмотрели и проверили электрику, систему противопожарной безопасности и оповещения. В основном таких грубых нарушений нет. Есть, конечно, небольшие нарушения. Именно по данной школе это пожарная автоматика, она находится в неисправном состоянии. Не полностью, но есть недочеты. Наличие, например, огнетушителей, они пока находятся в исправном состоянии, срок годности соответствует. Также пути эвакуации свободны, вывешены план схемы эвакуации, и персонал, который работает в данной школе, ознакомлен с тем, как себя вести при пожаре, как эвакуировать людей, в данном случае детей. К сожалению, несмотря на проводимую МЧС работу, в зимний период количество пожаров все же возрастает. Пожар несет не только потерю всего нажитого имущества и крыши над головой, но может иметь непоправимые последствия. Соблюдение несложных правил безопасности позволит сохранить ваше благополучие и сделает праздники счастливыми и радостными. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава и Нала Гухава, Абхазское телевидение.